В Туймазах опекун и бабушка не могут поделить ребенка. После смерти матери Виталия забрали приемные родители. Спустя время за мальчиком приехала бабушка из Белоруссии. Сейчас она хочет забрать внука. Тему продолжит Айгуль Резяпова. Какую сумму мы вам отдадим, чтобы вы отказались от внука? Вы у меня хотите купить этого ребенка? А ты не хочешь? В телефонном разговоре Людмиле Стыценко предлагают продать приемного, но уже ставшего родным сына Виталия. 7 лет назад у мальчика умерла мама. Женщина стала его опекуном. В прошлом году появились бабушка и дедушка из Белоруссии, которые теперь хотят забрать мальчика. Просто-напросто хотят отобрать этого ребенка. Люди, получается, приехала, получается, бабушка, которая ранее не интересовалась этим ребенком, которая не интересовалась своей, получается, дочерью. Виталий особенный ребенок. В 2013-м мальчику поставили несколько диагнозов: ДЦП, эпилепсия, аутизм, поражение центральной нервной системы. Ребенок не разговаривал до 5 лет. Тогда приемные родители возили его в реабилитационный центр Москвы и Санкт-Петербурга. Водили на лечение и в Уфу. Сейчас мальчик не только говорит, но уже проходит дистанционное обучение. Помимо Виталия, семья Стыценко воспитывала его 12-летнюю родную сестру. Но девочка часто сбегала из дома, и в итоге ее отдали в детский дом. С августа прошлого года Анжелику забрала родная бабушка. Первые полгода мы нормально еще жили, у нас были хорошие отношения до того момента, пока Стыценко полностью не оформила на нас опеку. Получается, когда моя последний раз бабушка приезжала тогда, Стыценко Людмила Анатольевна очень сильно меня избила. Ремень шел, могла пнуть, когда я на пол, если вот она меня, получается, таскала за лосы, я на пол, если ложилась, она начинала меня пинать. Родная бабушка детей – гражданка Беларуси. Тогда женщина не могла выполнить все условия для усыновления ребенка. Ее зарплата должна была быть не ниже 50 тысяч российских рублей. Эти условия не могла, конечно, все это сделать, выполнить. Чтобы вывести детей за рубеж, это же уже другая страна, мне затребовали по 12 квадратных метров на каждого ребенка. Плюс у меня еще несовершеннолетний, и ему надо было выделить. У меня была на руках свекровь, лежачая свекровь, потому что инвалид Отечественной войны. После смерти матери каждый из детей стал собственником 4-й части двухкомнатной квартиры в городе Туймазы. В 2018 году после продажи жилья Анжелике приобрели однокомнатную квартиру, а оставшуюся сумму перевели на счет мальчика. Виталию должны были купить квартиру. Но в итоге Стыценко Людмила Анатольевна, не приобрела ребенку жилье. Получив эти средства, она использовала их в лишних целях. Вот эта вот комната, получается, она 13-14 квадратных метров, она полностью принадлежит, значит, куплена на имя нашего приемного ребенка. Жилищные условия мальчика улучшили. Оказалось, у Виталия есть личная комната. Ее оформили по договору дарения. Здесь он занимается с учителями. Несмотря на это, отдел опеки и попечительства обратился в суд. Да, действительно, такое исковое заявление в производстве суда имеется, поскольку отдел опеки считает, что ответчик при приобретении жилья нарушил права подопечного. Окончательное решение по данному делу еще не принято. В настоящее время вопрос об отобрании ребенка и передаче третьим лицам не рассматривался. Семья Стыценко по решению суда должна перечислить на счет ребенка 500 000 рублей. Подаренные квадратные метры остаются в собственности мальчика. Когда решится конфликт, неизвестно, а пока дети будут продолжать жить у прежних опекунов. Айгуль Резяпова, Тимур Каюмов и Иван Демидов. Новости, Туймазинский район.